Здравствуйте, мои дорогие второклассники! Начинаем наш урок русского языка. И снова с нами на уроке будут участвовать наш Чапалак. Очень ему понравился с нами заниматься. Чапалак-Пала, кажется, опять выполнил домашнее задание неправильно и получил за это двойку. Давайте мы ему поможем. Прочитайте предложение. В чем же ошибка? Бабушка подушки положила подушку. Ну, конечно, Чапалак написал предлог вместе со словом. Вот и смысл потерялся. А надо писать: бабушка под ушки положила подушку. Тема урока – правописание предлогов. И сегодня на уроке, ребята, мы узнаем, как пишутся предлоги. Научимся правильно писать предлоги со словами. Давайте для начала разберемся, что мы знаем о предлоге, чего мы не знаем о нем. Первый вопрос. Что такое предлог? Знаем ли ответ на этот вопрос? Предлог – это часть речи, это мы знаем. Поэтому положим эти знания в конверт «Знаем». Второй вопрос. Для чего нужны предлоги? Конечно, предлоги нужны для связи слов в предложении. Мы знаем, что к предлогам нельзя задать вопрос. И последний вопрос. Как пишутся предлоги? Вот это мы еще не проходили. Поэтому же Чапалак не смог сделать домашнее задание правильно. Давайте вспомним, какие предлоги бывают. Читаем вместе. По, над, с, под, за, на, из, через, перед, об, около, от, возле, к. Хоть они и маленькие, но играют важную роль в предложении. Без предлогов смысл предложения теряется. Запомните, ребята, предлоги пишутся всегда одинаково, они не изменяются. С, к, в с одной буквой пишутся. На, за пишутся с буквой А. О, об, от, до, по, во пишутся с буквой О. Под, над пишутся с буквой Д. Из, без пишутся с буквой З. Предлоги, ребята, пишутся раздельно. Предлог – это слово, и поэтому пишется раздельно. Это орфограмма. У чего? У домика. Между предлогом и словом можно поставить слово. У какого домика? У деревянного домика. Вот попробуйте поставить правильно предлоги. Теперь проверьте. Чай с сахаром. Кошка на диване. Костюм в шкафу. Собака за забором. Пришла из магазина. Книга про животных. Ребята, посмотрите на эту схему. Предлог плюс прилагательное плюс существительное. По данной схеме вы должны вставить подходящее по смыслу прилагательное к словосочетаниям. Вспомните, что между предлогом и существительным можно поставить слово. И это слово прилагательное, ребята. Вспоминайте, что такое прилагательное. Конечно, это слова, которые указывают признаки предметов. Отвечают они на вопросы какой, какая, какое, какие. До какой весны?
По какой дороге? В каком классе? От какого друга? Так, время пошло. Проверьте себя. Я написала такие предлоги. До долгожданной весны. По длинной дороге. В дружном классе. От близкого друга. А теперь послушайте стихотворение. Подумайте, о чем говорится в стихотворении. Вы пишите предлоги. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. О чем же это стихотворение? Конечно, о лени. Мы не должны позволять лени сесть нам на шею. Мы все должны трудиться. Посмотрите, какие же предлоги выписал Чапалак. Проверьте и сравните с вашей работой. Предлоги «не», «в», «и», «от», «к», «с», «на», «по», «через». Ребята, «не» – это предлог? Нет, это не предлог. Посмотрите, где стоит слово «не» рядом с глаголом. А предлоги не дружат с глаголом. Следующее «в» – это предлог. «И» – это союз, ребята, а не предлог. «От» – предлог. «К» – тоже предлог. «С» – предлог. «На» – предлог. «По» – предлог. И «через» – тоже предлог. Проверили? У кого ошибки, исправляйте. Ребята, помните, мы заполняли такой дневник, он двухчастный. Посмотрите, цитата и комментарий. Где цитата, мы напишем пословицу. Ставьте предлоги, подходящие по смыслу к этой пословице. Труда здоровеют, лени болеют. Какой же предлог подходит к ней? Потом дайте комментарий к этой пословице. Напишите, как вы понимаете эту пословицу. Закончили? Вот какой предлог поставил Чапалак. От труда здоровеют, а от лени болеют. И вот какой комментарий он написал. Я думаю, что если человек всегда трудится, то он будет здоровым, ведь он больше двигается, а ленивый человек все время лежит. А вы согласны, ребята? Да, чтобы быть здоровым, нужно всегда быть в движении. Так что лень портит человека. Устали, ребята? Давайте сделаем физминутку для глаз, потому что наши глаза тоже очень устали. Крепко зажмурились на пару секунд. Быстро моргаем 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим вверх, вниз, вправо, влево по 2 раза. Вращаем по кругу туда и обратно. А теперь закройте глаза. Темнота 3 секунды. 1, 2, 3. Открыли глаза. Продолжаем наш урок.
Ребята, а у меня такое задание. Измените словосочетание, используя предлог из. Например, это яблочный сок. Сок из яблок. Дальше сами. Пшеничный хлеб. Да, хлеб из пшеницы. Картофельное пюре. Конечно, будет пюре из картофеля. А это кирпичный дом. Дом из кирпича. Молочные продукты. Конечно, будет продукты из молока. Молодцы, ребята. Такое же задание, ребята, только надо применить предлог для. Бельевой шкаф. Шкаф для белья. Обеденный сервиз. Сервиз для обеда. Молодцы, кто успевает. Письменный стол. Да, стол для письма. Следующее. Книжные полки. Конечно же, это полки для книг. И последнее. Классная доска. Доска для класса. Пишите два словосочетания с предлогом «для» и подчеркните предлоги. Ребята, а как вы думаете, бывают предлоги антонимы? То есть противоположные по смыслу предлоги? Да, ребята, бывают. Например, над чем и под чем. До школы, от школы. В магазин, из магазина. С другом, без друга. Интересно? Теперь замените предлоги противоположными по смыслу. Проверяем. Лампа висит над столом. Кошка спит под столом. Доехать до дома. Отъехать от дома. Положить в сумку. Достать из сумки. Идти с подругой. Идти без подруги. Получилось? Молодцы! А теперь мы поиграем в игру. Вы должны составить из этих предлогов слова. Время пошло. Думайте внимательно. Посмотрите, что у меня получилось. Я взяла предлог «с», «о» и предлог «к». И получилось слово «сок». А еще предлог «к» и «от». Получилось слово «кот». И еще одно слово я нашла. Предлог «к», «о» и предлог «за». Получилось «коза». А у вас получилось? Давайте подведем итог урока. Мы все, что знали о предлоге, положили в конверт «Знаем». Давайте посмотрим, что мы хотели узнать. Мы хотели узнать, как пишутся предлоги. Расскажите мне, как пишутся предлоги? Молодцы! Предлоги никогда не изменяются и пишутся со словами раздельно. Предлоги не дружат с глаголами, они дружат с существительными. Значит, мы с вами узнали, как пишутся предлоги, и можем положить его в конверт «Мы узнали». Молодцы, ребята! Вы сегодня много трудились и получили новые знания. Ребята, выберите себе ступеньку на лестнице успеха. А я прощаюсь с вами до следующей нашей встречи.
До свидания, ребята!